Господин Нину, с вами очень интересно говорить. Вы правильно сказали такую формулировку step by step. И вот хотелось бы узнать ваше мнение относительно следующего. Что сегодня для Украины важнее? Чтобы Соединенные Штаты Америки признали Российскую Федерацию страну-спонсором терроризма, или же нам стоит сосредоточиться на танках, авиации, потому что вот есть информация, Пентагон рассматривает вопросы передачи Украине современных танков. То есть мы должны настаивать на том, чтобы США признали Россию страной-спонсором терроризма, или же авиация, оружие, или нам нужно настаивать на этих двух позициях, по вашему мнению? Вот смотрите, то, что вы озвучили, это политическая составляющая, то есть признание России спонсором терроризма. Это не военная составляющая. А то, что вам необходимо нужно для победы на земле, это военная составляющая. Сегодня основой всего того, что происходит, является военная составляющая. Поэтому номер один – это поставки вооружения. Потому что если не будет поставок вооружений и не будет военной победы, никакого толка нету и никакого успеха не стоит ожидать ни в области дипломатии, ни в области информационной политики, ни в области каких-то политических решений, типа страна-спонсор терроризма. Потому что все держат нос по ветру. Весь мир держит нос по ветру, и каждый интересуется своими целями и задачами, включая все страны коллективного Запада. Все страны коллектива Запада, всех членов Евросоюза и всех членов НАТО. Я уже не говорю про весь остальной мир. Китай, Индия, я уже не говорю про африканские страны, про постсоветское пространство, про всех. Потому что они понимают, что противостояние идет больших держав сегодня, да, и это как вот море бушует, большие корабли, там все, и маленькие лодки там, они же могут просто перевернуться и погибнуть. Маленькие страны и все остальное. Потому что поэтому надо понимать, что происходит вот в этой ситуации. И, естественно, делать определенные выводы. Да? То есть, как понимаете, здесь очень важно до конца вот, понять возможности России и возможности, например, вот этого коллективного Запада. Коллективный Запад, создав этот Рамштайн, коллективный Запад, вот эту систему создав политическую, и, естественно, вот они сейчас приоритеты рассматривают, да, вот это ответ на ваш вопрос. Рассматривают эти приоритеты, думают, так, ну, признаем, я понимаю, вот, например, чисто человечески, я критически всегда выступаю. Я наезжал на Конгресс, лично на Нэнси Пелоси и на Джо Байдена. Чем ездить, вы ее не любите почему-то. Чем ездить и провоцировать Китай в этой ситуации, как она поехала, например, в Тайвань, да, а перед этим она говорила о том, что еще наезжала на администрацию, на Блинкена, почему вы не признаете страну спонсором терроризма, да, Россию? Тогда я в Конгрессе это пропущу законом. То есть, если это будет законом, тогда уже не нужно будет решение Госдепартамента, да, то есть это будет закон, пройдет 2/3, президент вынужден будет этот закон подписать, тогда надо будет его исполнять. И это она заявляла перед тем, когда она поехала в Тайвань. А потом поехала в Тайвань, а потом сейчас выясняется, что через 2 месяца она собралась вообще на пенсию. Вот, и это было сделано для того, чтобы вот повлиять на промежуточные выборы, то есть какие мы смелые, мы показываем, кто в доме хозяин. Да? Где вы показываете в доме хозяин? Сегодня что ближе, Тайвань или война в Украине? В Тайвань что, война идет? В Тайване там что-то такое происходит, что грозит всему человечеству? Здесь происходит. Так покажите здесь, кто в доме хозяин. Покажите, кто здесь в доме хозяин. Как в свое время Маргарет Тэтчер это показала с Фолклендскими, Мальвинскими островами той же Аргентине. Шандарахнула, отправила туда армаду, дело было решено. Все поняли, что здесь, на этой территории, хозяева Великобритании. И Соединенные Штаты тоже могут это делать. Но они медленно идут к тому, чтобы объяснить той же России и всему миру, что хозяин это мы вернулись в эту территорию. То есть хозяин не в плане того, мы делаем все, что мы хотим. Да? То есть мы наказываем нарушение международного права на том уровне, на котором мы можем. Если мы говорим, что мы демократическая страна, защищаем демократические ценности, и говорим, борьба демократии с автократией, но мы же не должны заниматься лицемерием, мы не должны закрывать глаза на убийство журналиста Хашогги, мы не должны делать все то, что делает та же Россия, поэтому нам и выговаривается вот это все. А если мы ставим во главу угла защиту этих демократических ценностей, это демократические ценности, суверенитет, территориальная целостность, права человека, и они касаются всех. Они касаются всех, а у них получается, что они касаются Армению, но не касаются Азербайджана, они касаются Украину, но не касаются там Молдовы или Грузии. То есть в этом плане, да, для одних одно, для других другое. А Украину с Грузией заложили это в Конституцию, Украина заложила, да, вообще евроинтеграция, НАТО. А Саакашвили сидит в тюрьме,
по сегодняшний день. И это все ваша борьба демократии с автократией. А 20 лет коррупционных всех сделок между Евросоюзом, демократией и Россией, автократией. А потом вы будете Рамису Юнусу объяснять, что это демократия с автократией. Я вам скажу, вы лицемерите. Мало ли, что я гражданин США. Я вам скажу, что вы лицемерите. Я лучше буду поддерживать Пакистан, Израиль, вот эти страны, Турцию, Украину, Грузию, которые стояли рядом с Азербайджаном. Турция в первую очередь, Пакистан во вторую очередь, Израиль в третью очередь. И мне до лампочки, какая у них политическое устройство в их стране с демократией, с правами человека. Это пускай волнует пакистанцев, пускай волнует израильтян, пускай волнует всех остальных. Понимаете? Но это не должно волновать гражданина Азербайджана, который ведет экзистенциональную войну. Это не должно волновать гражданина Украины, который ведет экзистенциональную войну. Понимаете? Вот о чем идет речь, если мы говорим о принципах и обо всем. То есть, это такой, понимаете, это такой вопрос каждый, который вы задаете, он требует вот такого досконального ответа. Да. Поэтому я понимаю, что военная составляющая, она важна на первом месте. И судя по тому, как она движется, я так думаю, наверняка придет то время, созреет. И тогда вот эту политическую составляющую, которая называется признать Россию спонсором терроризма, признать. Потому что я всегда подчеркивал, вот Сирия, Иран, Куба, вот эти страны, которые сегодня... Северная Корея. Они на чаше весов в экономическом плане, в денежном плане ничего собой не представляют. Да? За исключением, может быть, Иран, но Иран 40 лет уже с лишним под санкциями, поэтому там тоже это проблемно. А одна Россия, вы посмотрите, какие деньги делал тот же коллективный Запад. А если это признается, тогда никто в мире не сможет сегодня с ними делать деньги, потому что вы будете иметь дело уже с Соединенными Штатами и с их фискальными и другими органами, да, финансами, которые будут этим заниматься. И многие из них сегодня находятся в Евросоюзе, многие из них находятся в том же НАТО. А сегодня это на повестке дня или нет? В политическом, в моральном плане, да, конечно, это на повестке дня. А почему США этого не делает, господин Юнус? Почему? Из-за зерновой сделки. В чем причина? Почему Белый дом вот так ответил? Дело в том, что зерновая сделка – это предмет спекуляции, который они говорят, потому что зерновая сделка сейчас появилась. А зерновой сделки 24 апреля-то не было. Почему тогда 24 апреля? Это надо было, если мы говорим, принимать 24 апреля. Вот сразу надо было собраться и принять этот закон. Тогда же не было ни зерновой сделки, ни Мариуполя, ни Бучи, ни Ирпеня, ничего не было. Но тогда была агрессия против суверенного государства. Все, это надо было тогда принимать. Они бы тогда не... А сейчас они придумывают это все. Я вам объяснил причину. Причина в том, что с их точки зрения, для них важнее сегодня обеспечить военный успех Украины. И если они в этом направлении двигаются, они двигаются. Я вас уверяю, они двигаются. И если не все озвучивается, но если следите за президентом Зеленским и за Залужным, и за Резниковым, вот, и за Кулебой, и за теми спикерами, которых президент Зеленский поставил на эти должности, Арестович и Михаил Подоляк, то есть вот они в разных должностях, да, один психотерапией занимается, а другой агрессивно, Подоляк, который наезжает. То есть это все видно, это работает системно. Молодцы, одобряю. То есть именно команда должна так и работать, так каждый на своем направлении. Вот следите и там читайте. Они это озвучивают регулярно. То есть это на повестке дня. Это на повестке дня. Как Крымская платформа. Первая Крымская платформа. И сегодня, вспомните, последние, какие тезисы уже. Первый Рамштайн и сегодня последний Рамштайн. Так и тема «Страна-спонсор терроризма» созреет как яблоко, и тогда она будет принята. Вот для этого нужно, может, еще пару каких-нибудь контртеррористических операций, военных каких-то успехов. И поэтому давайте не будем торопиться, будем знать, что пока движение идет в нужном направлении. Господин, еще очень важный момент – это Росатом и санкции по отношению к Росатому, против Росатома. Глава МИД Кулеба все-таки хотел бы настаивать на то, чтобы мы ввели санкции, имеется в виду весь мир, Соединенные Штаты Америки, Европа ввели санкции против Росатома. И вот после этого появляется информация о том, что Лавров и его сопровождение получили американские визы, цитирую, для участия в сессии Генассамблеи ООН. Вот две темы. А зачем вообще давать Лаврову эти визы и почему до сих пор нет санкций для Росатома? Во-первых, по порядку. Касательно Лаврова и приезда сюда. Потому что это Организация Объединенных Наций. Вы должны знать форму виз, которую дают американцам, кто приезжает в Америку, и кто приезжает в Организацию Объединенных Наций. Это совершенно разные визы.
Совершенно разные визы. Человек, который получил визу на Генассамблею ООН, он не может покидать конкретную территорию. Не может покидать конкретную территорию, конкретные маршруты. Это все оговорено. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, потому что это территория экстерриториальная. Но она находится на территории США. Она находится на территории США. Поэтому это заключено в основе договора, который был США взяли на себя как страна, где находится Организация Объединенных Наций. Вот. И чтобы не было бы темы спекуляций, да, и раз вы создали это ООН, так придерживайтесь того устава, что там вам даже... Туда и Гитлер, если был бы членом ООН, он мог бы прийти и выступать на эту тему. То есть это так построена эта структура, да, то я хочу, чтобы мы понимали бы, нравится нам или не нравится. Смысл именно в этом. Ну и с другой стороны, я так понимаю, что есть вещи, которые можно будет лично в лицо сказать каким-нибудь высокопоставленным чиновникам Белого дома, разведки, Пентагона, который потом этот же чиновник пойдет и объяснит там, потому что никто в Москву не едет, оттуда никто сюда, в Вашингтон, не приезжает. Ну, где-то они наверняка встречаются на каком-то таком уровне, на среднем уровне, но такие люди на таком публичном уровне, вы понимаете, все следят, все это знают, и поэтому одно дело, они где-то встретятся в Индии или где-то в другом месте, и это станет известно, а другое дело официально, здесь Генассамблея, я вас уверяю, нынешняя Генассамблея будет очень интересной и очень много. Потому что всегда дипломатические площадки, Давос, Генассамблея ООН и еще какие-то такие, куда могут приезжать все, да, то есть очень многие главные игроки. Это очень важное место, важные платформы, где происходит непубличная политика, где встречаются ключевые люди, озвучиваются, идут ключевые какие-то договоренности или не договариваются, то есть в этом плане, да. Поэтому я на это нормально смотрю, без всякой этого, то есть это не является никакой, не повлияет никак отрицательно от того, что Лавров придет публично, скажет все то, что он говорит с утра до вечера на разных каналах. Что это поменяет в отношении того же Запада? Значит, подход не в этом. Вместо, что Лавров скажет, или Небензи скажет то же самое, да, на той же Генассамблее, ничего не поменяется. Значит, если есть какие-то нюансы, значит, американцы все взвесили, наверняка они подумали, что так наверняка будет лучше. Поэтому, то есть я здесь не вижу какой-то такой катастрофы, первую. То есть я на это смотрю, политическая конъюнктура, дипломатическая конъюнктура наверняка соответствует тому, что это сделать.